әлбетте пайдалы бір альфа-гравити. Мен аслында сефер оны көрмеймін, ама оның мақсыз бір рухиятқа сесір өткені ешбір вақыт үшін мекен едім, ве мақсыз бір фельсефесі олғаны әлбетте. Бұл тек мирақлы мен достар, егерде сіз бөлекі бар әрекетіне оғырашасыңыз, бұрыңыз пайлашыңыз, насылдыр бұл, насыл бұды бұлар. Эбет, шымдайсы сайыл достар, біздің студиямызда мұсафірлер. Ве яйнымыздың башында бір қайш верақлы байрамлар ақындалап жүрсеті, құсусан Русияде бүгін тама график дизайнерлерінің Зинат байрамы ве әлбетіке бүгін бұл студиямызға тама бұл Зинакен оғырашан инсаны давет етті. Ве сё сырасы бізім, іште Крым татар санатнен, монографик дизайнын насыл ішбірліктемі бұл намы yok mu? Бұл сөлгейсе бізім белі Крым татар санатшымызды о жевабының бережек демек. Харшылыңыз бізім студиямызда Эльмира ханым Черкезова санатшынас ве Сайде ханым Черкезова график дизайнері. Селям алейкум, хош келдіңіз. Насылсыныз? Pek yaxşımız, elhamdülillah. Sabahlarınız güzel mi başlandı? Да, yaxşı. Пек güzel. Сайде Ханум, вы дизайнер, графист. Мы сегодня пригласили вас не случайно. Видим такие замечательные ваши работы у нас. Расскажите, пожалуйста, почему решили связать свою жизнь именно с этим направлением деятельности? Я очень люблю творчество. Мне очень нравится создание этих персонажей, довольно интересный процесс. Это что-то новое, такого нет. И У нас. да, именно наше, свое, крымско-татарский стиль. Вот. Типажи. Наши типажи девушек, юношей. Вот. Я так понимаю, Эльмира Ханум принимает непосредственное участие, да, вот в разработке именно типажей, национального колорита какого-то, национальных элементов. Это у нас на таком в процессе общения, но осуществляет, конечно, Саиде сама все. Но какие-то вот мысли вслух я высказываю. Муж вот помогает тоже. Ну, все это вот в процессе общения многое. Но самая главная идея появляется у Саиды самой. Она молодая мама, то есть, да. И вот эта вот тема, то, что самая главная сейчас тема – это ребенок и все, что связано с этим миром, детским миром. Это ее вдохновляет, я так поняла. Да, вот, допустим, Илевбе я создавала. Илевбе и раскраска, алфавит, обучающий материал для маленьких деток. То есть вас на эти шедевры, можно сказать, вдохновляет вся ваша семья, да, ваши семья, близкие и мой ребенок в том числе. Да, для него. Сайде Ханум художник, это художник, а все-таки графический дизайнер – это немножко другое направление, это сложнее, как по мне. Это, можно сказать, мое хобби, создание вот этого вот. А графический дизайн – это мой заработок. Вот так. Работа, да. Моя работа. По вашему мнению, вот два в одном. тот, кто рисует на полотне и создает, скажем так, виртуальную вот эту вот красоту, Да, какие отличия? Цифровая живопись, ну, есть много отличий. В цифровой живописи, я считаю, много плюсов, привилегий. Можно много исправить, добавить, подредактировать в процессе работы, много чего меняется. Вот. И самое интересное, что мне нравится, что я никогда не знаю, какой конечный результат получится. Мне от этого самой интересней. В принципе, так же, как и в классической живописи, там тоже художник зачастую не ожидает то, что получится в итоге. Эльмира Ханум, вы вот все-таки предпочитаете традиционную, скажем так, живопись, искусство, либо созданное виртуально на компьютере? Современное. Вот, да, современное. По вашему мнению, положительно ли влияет, да, на развитие нашего, возможно, даже если брать крымско-татарское искусство, появление вот таких современных технологий? Ну, что могу сказать? Конечно, я привержена к классике, так сказать, но к тому, что было создано человечеством, ну, это у каждого времени свои выразительные средства, свое видение, свое отражение.
Самое главное здесь выражение. Надо ко всему подходить вот с такими высокими задачами, планку высокую ставить. И вот даже вот в графическом дизайне, конечно, можно добиться хороших результатов. Но воздействие, например, в классическом искусстве, оно вечно, оно как раз не подвержено времени. И произведения, предположим, Баха, Бетховена, Леонардо да Винчи, Пикассо, оно имеет сильное воздействие. Для наших молодых художников всегда надо ставить высокие планки. Но сейчас вот это вот современно, интересно. И для нас почему имеет большое значение, что вот детский мир будет заполнен такими характерными образами. Да. С самого раннего детства Саиде поставила задачу именно, чтобы польза была. Образовательный момент, да? Да. И вот уже глаз будет воспитываться, есть такое выражение, на вот этом мире, то есть наш мир, наш образ жизни. Ну, даже вот я в свое время заметил и обратил внимание, вот мне когда-то подарили вот такой же вот блокнот, и я что хотел сказать, я обратил внимание, что в свое время, когда я как-то рос, воспитывался в детстве, образ вот крымского татарина, мужчины, юноши, он всегда был более какой-то строгий, какой-то вот Согласна, статный. да. А вот сейчас он более добрый, он На улыбчивый. тебя похож как раз. Нет, ну на самом Нет, деле. ну, раз уж такое Да. пошло, да, как бы, то я не поспорю, да. А вот сейчас действительно образ, то есть это какое-то же и воспитание, правильно, с другой стороны? То есть Воспитание, мы конечно. сейчас можем, Позитивное мышление, да, да, скажем. всем сказать, что вот, действительно, вот он образ настоящий, вот таким крымский татарин должен быть. Ну и еще какая задача, как я поняла, в каждый образ, даже графический, вложить какую-то, ну, чтобы изюминка была. Где-то с усмешкой, где-то с улыбкой. Да, вот очень харизматичная девочка, например. Озорной Да. там, да, с озорством где-то так что-то. Вот она фесочки, Эльмира Ханум, дизайн фесочки, собственно, оговаривался с вами. То есть национальные элементы, Да, да. опять же, контролируются вами, да, если так можно Она же сказать. мне помогает, да, помогает литературой, советами. Очень. Очень. Нам близок сейчас этот мир, Да. все связано с ребенком, конечно. Мы бы хотели, чтобы ребенок вот видел это с самого раннего детства, чтобы это его окружало, развивало. Первые шаги, первые слова, это очень важно. Вот есть очень популярный такой, с чего начинается Родина, да? Да, да. Там с колыбельные, там с песенки и так далее, с картинок таких характерных именно образов. Саиде Ханум, скажите нам, пожалуйста, так как же все-таки рождается вот эта замечательная картинка, которую мы видим потом в итоге вот в таком красивом исполнении? С чего все начинается? Понятно, что появляется идея. Да, Как идея. дальше реализовать ее? Зарождение в голове. Ну, есть много референсов, ищешь референсы. Вот расскажите, образы. пожалуйста, нам, что такое референсы? Референс – это картинка, какое-то изображение, как сказать, Как пример, да? как пример, да. Ты берешь какую-то деталь, смотришь, как ее правильно изобразить. Художник не может знать, как все изображается, как правильно все, чтобы было грамотно. И для этого ищет это как бы своего рода подсказка, что вот так вот оно изображается. Смотришь, да, на... Да. Смотришь, и вот, да, и создавая вот этого персонажа, Да, вот давайте разберем на примере этой красивой девочки. Появился референс, то есть да, какие несколько, дальнейшие их шаги? обязательно несколько. С одного это уже копирование, это уже не то, не творчество, не живопись, обязательно несколько, да, как подсказки смотришь. Вот фесочка, волосики, комбинезончик. Это должно было быть связано. Вот оно у меня есть в слове. Вот художник, Ресам. Ага. Вот она здесь.
да, есть в Ага, алфавите. она непосредственно Да, рисам, вот, да, у нас. да. И она вот образ художника, вот заляпанные краски в комбинезоне, как она на самом деле и есть. Я иногда тоже так выгляжу дома. Вот. Ну, Потом вы рисуете непосредственно Потом, в да, в электронном я рисую варианте. в электронном варианте, в фотошопе, с помощью графического планшета. Это все создается. Вот. И собирается вот в книжку, в алфавит, в плакат есть у меня в Литве. Сколько времени занимает вот создание Создание такого вот образа? этого образа именно. Мгм. Ну вот Идея, идея создания образа, нарисованная у вас на компьютере, скажем так, девушка. Ну, по-разному, по-разному. День-два. День-два у меня. Это зависит от вдохновения, от Ну сложности да, да. работы. Я никогда не рисую без вдохновения, потому что у меня никогда ничего не получается, вот уже проверено. Вот. Фатиме, ты как девушка должна была быстрее понять, как бы Сайдаханум молодая мама, и как бы есть еще работа. Вот основная работа, да? Да, А да, это уже вот. Очень интересно так совпало. На самом деле вот буква да, утю. И очень символично, что с утюгом Анашка, потому что для меня вот все мое детство Анашка это было символ, да, вот того, что всегда выглажены идеальные вещи. Вот. Поэтому я запомнил эту страничку. Это лучшая страничка для меня. Самые близкие такие темы, понятия, Да. образы. Самые близкие, да. Это необходимо. Да, еще здесь вот очень важно то, что есть даже Показать. где-то флаг. Да, вот крымский Да, красный национальная флаг, национальная символика, символика. Да. Это очень важно на самом деле. Мы все-таки сегодня еще одну тему очень важную хотели Да, обсудить. вот сейчас Губы у девушки да, красивые, да, спрошу, было ли так, что вам получилось реализовать человека из вашего близкого окружения, то есть реализовать его образ и нарисовать его вот именно в таком Я никогда не национальном... рисовала вот конкретного человека, это всегда вымышленные, стилизованные персонажи, но были моменты, девочки мне говорили, что вот эта девочка похожа там на мою подружку, вот это вот на мою сестру. Было, да, такое. Ну, что это находили откладывается сходства. в течение жизни, в сознании, а потом это вот из подсознания, сознания Да, может, вкладывается в обобщенный образ. да. Да, близких Но людей, ни может быть. одна из них Но не, это копировалось, конкретный человек. не Да, копировалось это ничего. Уникально собранный, Да, да, да. созданный образ. Сайдаханум, недавно, точнее, вот я узнал недавно, потому что я этой соцсетью, так уж сложилось, очень редко пользуюсь. Viber приложение, да, для телефона. Там были разработаны специально для этого приложения крымско-татарские стикеры. Да? Да, да. Расскажите, вот, пожалуйста, таки более подробно, что это из себя представляет. То есть это мы привыкли, да, видеть вот эти всякие стикеры, смайлики, они все обычные, стандартные, но современный мир идет в ногу со временем, да, как бы, и вот как появилась идея все-таки сделать крымско-татарскую версию? Да, идея появилась относительно недавно. Я очень вдохновилась этой идеей, и процесс реализации ее на самом деле занял достаточно короткое время. Вот. Первым делом я создала стикеры, которые, на мой взгляд, самые ходовые, которыми я сама пользуюсь в общении с друзьями. Ну и мы все в быту, в семье, в общении с родными. Это такие, допустим, как Силям, там, Аштатлоусон, Хаве, Сабаш, Шабашин, Харлоусон, Жвер, да. Харлоусон. И у меня большая семья. У меня у бабашки 5 сыновей, 5 мальчиков в семье их. И келендешки у них уже такая... Крымско-татарская большая семья. Все Традиционно, родственники. машалла, С да. той, с другой. И вот, Все дружны, да. Да, келендешки у них уже такая традиция, даже в 11 часов каждый день они пьют вместе хаве. Вот. И самым первым стикером было там изображен фельджан с хаве и часики, на которых 11 часов изображено. Вот это специально для них. Ух ты! Специально для них, да, это самый первый был. Так, символы, знаки характерные. Вот очень важно, что это наш мир,
характерный вот наш образ жизни. Да, Крымско-татарский. Наш колорит. Колорит. Колорит, Да. да. И после того, как я выпустила свой первый стикер-пак, я получила большое количество положительных отзывов, слов благодарности. Было, конечно, безумно приятно. И это воодушевляет, что откликов Воодушевляет, очень да. много. Меня это, опять же, вдохновило на продолжение. Я сделала опрос на странице в Инстаграм, спросила у людей, какие бы еще они фразы, слова хотели бы видеть. Вот. Было очень много откликов, люди писали много вариантов, предложений. Но так как ограничено количество стикеров, я выбрала самые такие популярные, лучшие. Вот. И не заставляя долго ждать, сделала второй стикер-пак. В создании вообще создании стикеров я хотела, чтобы это были современные, красивые, стилизованные персонажи, вот, которые могли бы пользоваться не только девушки, а и юноши с долей юмора, так Безусловно, сказать. да. Опять же, это наш Важно. крымско-татарский колорит, Да. национальный юмор. И да. это у нас было испокон веков очень развито. Ну, у нас есть такое, конечно, понятие тербие. Да. И мы не традиции, и мы как бы не должны от этого отходить. Это закладывается с детства. И в процессе вот общения раньше пользовались, а сейчас как-то это отошло немного из-за того, что язык подзабыли. Молодежь не использует в повседневном общении. А это как раз будет подстегивать. Так как вот оно было всегда у нас. И это очень тепло, это рождает хорошие эмоции. С утра, если саба шерфлернес хайрлолсун, Фильджан Хави, да, картинку увидел, и это подбадривает, и уже настрой определенный. Задан тон дня такой Вот хороший. именно, да, задан. Они, кстати, есть не только в Вайбере, в Телеграм. Как оказалось, большое количество людей пользуются именно Телеграм. И было много Вот, просьб. да, я, кстати, хотел спросить. Да, было много просьб, я загрузила их и туда, там тоже. Да? Замечательно. То есть уже можно ими пользоваться Да, и в Вайбер, да. и в Телеграм. Да. Вот вы сказали насчет вариантов, какие можно еще предложить. Я вот задумался, я все-таки человек, который очень далеко от дома. А для родителей просто вот такие нужны стикеры. Йоланнас аш. Йоланас аж, да. Пора, керек, да, Да, там да, вот такие. Нет, ну я же самодостаточный. Естественно. Такие более воспитательные. Вот родителям порой, вот они же отпускают детей Обучающие, в университет, и дети живут далеко. Вот нужно такие стикеры, типа яхшок, там, да, там еще Да, что-то. да, да. Бо автопарад. Мотивирующие, да. Да, вот ладошка как раз, мотивирующая ладошка. То У есть меня это на данный момент около 40 стикеров. И, За короткий довольно Да. промежуток, машалла, да. да, и вот в ближайшее время я планирую еще некоторое количество выпустить. Ну, мы ждем. Вот порадовало меня, наверное, все-таки то, что я вот пользуюсь именно этим приложением в Telegram, и то, что там они есть, это для меня радость. Мы сейчас, наверное, после эфира вы мне покажете, как их Да, загрузить. Все. Самое главное. Но самое еще, что вот хотелось узнать, вот сама вот эта тенденция в современное, да, вот все-таки вкладывать национальную символику вот именно вот в эти соцсети. Повседнев- Насколько это правильно, насколько это важно? Повседневную жизнь. Насколько Очень это это важно. Вот и такое выражение «век глобализации». Да. И вот в настоящее время это глобализация, это стирание граней каких-то, обезличивание общества. Виртуальный реальный мир. да. Обезличивание. И это очень опасно. Если человек отказывается от своих корней, от традиций, от глубинных каких-то сакральных понятий, установок. Усейн Баданинский, например, утверждал, что нельзя менять крымско-татарский орнамент. Это сакральное значение имеет. Основа основ. Основа основ. Там заложены символы очень глубокие, очень серьезные, интересные. Оно как бы и потом со временем и традиционная крымско-татарская культура и искусство именно формировалась благодаря основам. Фундамент, который заложили наши предки, и культура наша зародилась на этой
земле зарождалась, развивалась. Поэтому вот такие вот картинки, так сказать, на первый взгляд, они имеют большое значение. Эти образы характерны, опять повторяюсь, это необходимо. А это имеет очень большое значение. У нас, в нашем поколении, вот этого, конечно, не было. Этого не было даже 5 лет тому назад. Да, кстати. А сейчас печатная продукция очень развита. И есть возможности. Главное, чтобы к этому подходить с таким вниманием, с интересом. И желание сделать что-то как полезное, да. И вот мне лично об этом всегда думаю. У нас придавали испокон веков значение севап хазанмага. Да. Порадовать ребенка, да? Сказать хорошее слово, дать хороший знак. И у наших предков, бабушек всегда джеб, они были очень глубокие. Когда видели ребенка, вытаскивали грушу, там, орехи, орешки, фундук. Чтобы порадовать. Порадовать. И ты завоевываешь, то есть ты обретаешь севап, значит, благословение Аллаха на будущее. Надо учиться и учить к тому, чтобы радовать, давать хорошие позитивные знаки, символы, участие и непосредственные какие-то дела. Пусть они будут небольшие, но это уже севап, очень емкое понятие. Как вы сказали сами, Эльмира Ханум, хорошо, что у нас есть кому учить, и есть люди, которые хотят учиться и реализовывают такие замечательные проекты. Çok sağ olun bizге келгеніңіз үшін. Хайырлы күндеріңіз сізге тілейміз. Сайдэ ханымны да бір кере бүгінгі байрамнен хайырлаймыз. Тек муаффақиятлер сізге тілейміз. Ве иншаллах смет олса, бойлекі бұл güzel әліпбелерінің тиражлары тек оссын. Эбет, біз есе әр вақыт яны китаплар, яны ішлер или біздің студиямызда сізні әр вақыт беклейміз. Çok sağ olun келгеніңіз. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Демек, құрметлі достар, біз бүгін біраз тамам балалық дүниясына далажақмыз, чүнки біз әліпбені ғайрыдан öğrenecekміз. Егер де мана қалем берсейділер, мен бүтін субет девамындамын, шымды бұл ресімлеріні боялажақ едім. Яқшы, сізге есе güzel keyifler тілейміз, тамам ана тілімізге, біздің миллетімізге, милли шыт түрлі шу güzelliklerге диққат айырмаға керектір. Яғни егер де сіз Viber-мы, Telegram-мы, WhatsApp-мы, фарқы жоқ нерде отырасыңыз ве анда милли оле стикерлер бар олса, бұйырыңыз, қоланыңыз, бұл да файдалы олacak ве да қуанчлы олacak. Mevzunu devam ederek Milli Hazine rubrikasını takdim ettiğimiz buyurunuz.